Выбор школы – один из самых ответственных выборов, которые совершают родители. Задача начальной школы – поддержать в ребенке естественную жажду знаний и, как ни странно, научить учиться. Дети любят познавать мир, когда взрослые терпеливо отвечают на все их бесконечные вопросы «зачем» и «почему», когда для них создается среда, где они могут сомневаться, пробовать и ошибаться, то их естественное любопытство перерастает в интерес к жизни. Годы работы в школе «Альфа» – это один из лучших периодов моей преподавательской деятельности. Мои дети, когда идут в школу, если кого-то из учителей встречают, то обняться с учителем – это вполне нормальное явление в этой школе. Здесь школа дает не только достаточно хорошие знания, но и вот домашний теплый уют. Конечно, я устаю. В конце рабочего дня я уже никакая, но все равно утром обратно хочется на работу. Это моя вторая семья, все мои учителя и все мои друзья. Тебя всегда впустят, с тобой пообщаются, никто не будет против, что ты вернулся. Альфа, в первую очередь, конечно, она ассоциируется с хорошим образованием. Я не очень любил читать, но в этой школе меня заставили. Это школа сотрудничества. Для меня это мой дом, моя семья, моя большая семья. Начало 2000-х. Война в Абхазии закончилась давно, но проблемы в образовании остались. Разрыв между школой и вузом был очевиден. Поэтому у кандидата филологических наук, доцента АГУ Фатимы Даутия и возникла идея создать центр, где дети, не выходя из стен одной школы, прошли бы все ступени образования. Главной была мечта воспитать элиту, способную построить современное абхазское общество. Я задумывала школу как многопрофильный центр, который совмещал бы в себе признаки школы-лаборатории, работал бы над конкретными выпусками, которые получали бы самое современное образование. Эти далеко идущие планы тогда казалось невозможно осуществить. Вначале необходимо было найти здание. Преодолев финансовые и другие трудности, школа начала свою историю с небольшого двухэтажного здания. Набрали мы 2 первых и 2 вторых класса. И, в этом доме мы размещались. Помимо 4 учебных кабинетов, там у нас была площадка для проведения физкультуры, хореографии, для кабинета ИЗО. То есть дом был достаточно большой площади. Мы проводили занятия, не только я, все преподаватели по всем предметам, насколько я знаю, интерактивно. Каждый ребенок был вовлечен. Было устное опережение. Ребенка нельзя заставлять сразу учить буквы, писать, читать и так далее. Где-то месяца 5 у нас было устное опережение. Я помню свой класс, я помню эту статную, строгую учительницу, которая меня представила новому классу. У меня первый урок был абхазский, потом английский. Пришел педагог с маленьким магнитофоном, и мы пели песни на английском. Затем французский, и затем танцы, рисование, пение. И это настолько впечатлило меня маленькую, что я не могла себе представить уже другой школы. Ярара матарко хазхазы рахту накпе классын аргана. Зин сарауя классы же саг напхдаюн, а абсолютно просто. Это потом, благодаря настойчивости и работоспособности Фатимы Даутия, Альфа переехала в здание по адресу Сахарова, 81. Взяв в кредит, пусть и под большие проценты, деньги в банке, она смогла восстановить здание, разрушенное войной, за несколько месяцев. Здание, которое потом стало домом для многих ребят. Здания практически не было. Это была
свалка мусора в центре города. Ну, после войны на тот момент прошло 7-8 лет, это был 2000 год. Отсюда машинами вывозили городской мусор, и вместо мусора потом привозили сюда землю. Вот так мы засыпали здесь территорию. От школы стояли только внешние стены, а все остальные перекрытия, внутренние перегородки, все это было отстроено. И вот второй учебный год, в сентябре 2001 года, мы уже зашли сюда, и уже у нас было, значит, 2 третьих класса, 2 вторых класса, это наш первый набор, и 4 первых класса. Альфа комплектовалась с 1 класса. Было желание не просто открыть учебное заведение с современным подходом к образованию, но и привлечь наиболее талантливую и одаренную молодежь. А для этого необходимо было собрать мощный профессиональный коллектив. Опытные педагоги и преподаватели вузов были приглашены для работы в Альфу. Абра жашукса, хотя школ тенадзе, жашукса школа джатара хиени цонадзе Сергей Усызуан, Фатима Валерий Пхал, Лидия. Коррупция зынзыкам заробил хида школа джел. А я сейчас хода школ халган зы шал, хатхаз вахай цакрак акунгва, абас избон. В Альфе организована модель абхазской международной школы. Учебный план предусматривает 3 стандарта образования – абхазский, русский и оксфордский в части преподавания английского языка. И это стало важной особенностью учебного заведения. Мы интегрировали все методики, которые существовали на тот период, и пытались сделать так, чтобы дети имели, не выходя из школы, все условия для самореализации, саморазвития. Программа «Дачаку». Тачезарак Тургулана. Программа «Дачаку» при школе Джико, программа «Ерифту», программа «Схома», «Хабризарак», «Чурцуйналага». Хакшуна Илицанула, Фатима Валерий Пха Илицбейт, профиль классика ханес, занятла, рейхшера. Абрах, математика, язык рацион, искала счет, химия, язык рацион ханес, искала биология, уха, бас тусуй хихир хозанат, ял хозанат, инакушена, а бас епши язык рацион, пулгун ларавай юницка. В школе дети с 1 класса углубленно изучают абхазский, русский и английский. Что касается родного языка, то его преподавание выходит за рамки привычных стандартов. Классы делятся на несколько групп с учетом степени владения абхазским языком. Таким образом, у каждого ученика индивидуальная программа. Эта система пока не работает в общеобразовательных школах, но, как говорят преподаватели Альфы, опыт их школы оправдал себя. Пора сейчас здоровье зимдруй лыганитов. Уже герта школу кор хозер, а без сейчас зимдруй рациона псу школа чин не утусоми. А уанас даша программа каргазама без сейчас зимдруй из дороги программа апсу без сейчас программа икнуку. А хочпахом подай разрешить хозом. А без сейчас уже зимдруй, а шаверот без сейчас зимдруй. А программа что хречуа даю бубри. И нам аданы яру дают хом когда без сейчас дороги. А без сейчас зимдруй хочи яре хи зимдруй хицо. А гупочет базаробу я хал шаму. На пофиш ты загеши жебзия хочква? شايحنا تبابي باص الشيخ بيت حالا قد حبجردونه Достаточно интересно. Занятия у нас проходят в нестандартной форме, то есть в основном это интерактивная методика. Мы в игровой форме преподносим материал ребенку, и он в конце года уже вот играючи развивается и весь необходимый материал получает.
У нас в школе практикуется билингвизм, то есть весь материал, всю программу мы им даем равно как на русском, так и на абхазском языках. Аҵаирҩур ҭадагьы ари ахыбра хәыҷқәа ааӡоит ҩныҵҟала. Иахьа уаҩы игәы налаҟам дарбанзаалак ахәыҷы еснагь игәалаҟазаара иаԥшӡам. Уи ма аҩнынтә игәалаҟазаара ҽеимкәа ма даҽакала раԥхьа агәалаҟазаара ҭыԥ ақәҵаралоуп сзалаго сара урок. Игәалаҟазаара аҭыԥ инықәҵаны нас ушьҭа сара исҭаху иара изгәамҭаӡакәоуп ишизназго. Абхазский язык в Альфе изучают ребята разных национальностей. И нет ни одного ребенка, который не продвинулся бы вперед в изучении языка. Новые методики и самые современные учебники, особенности стиля Альфы. Почему мы делаем акцент на математике? Учебник этого автора, Петерсона, идет для школ с углубленным изучением математики. Я бы сказала, что он не то что сложнее, а там последовательность материала построена таким образом, что больше делается акцент на логике. И этот учебник мы преподносим на абхазском. Такого в Абхазии нигде нету. В этом году мы надеемся из нашего дошкольного отделения получить детей, которые будут владеть абхазским языком настолько, чтобы заниматься математикой на абхазском. Недостатки обучения начальной школы негативно сказываются на качестве образования в дальнейшем. Непрерывность знаний – сложная задача в рамках одного учебного заведения. Но такой идеей задались в Альфе. Сюда можно привести ребенка с 1,5 лет в ясельную группу, затем он попадает в классы дошкольной подготовки, а затем и в саму школу. Занимаемся мы с ними, с развития речи начинаем, слова вот мы учим по отдельности, развитие моторики идет. У нас как бы подход к каждому ребенку индивидуальный получается. У нас же их мало детей, 14 детей у меня в группе. Иара абызшәа хаҭа ахала иалкны иузирҵаӡом, иара рҿиаратәны иҟаҵатәуп. Убри азы ара ҳара ирыдаҳгалон разыҿлымҳара зрыхәоз ргәынкылара, анаҩс дара аҵара процессаҿы ирыцхраауаз маҭәарны иҟалон иара, абызшәагьы даара ибзианы, бзиабаны ирҵон. В работе с детьми интерактивный компонент очень важен, ведь основной вид деятельности ребенка – это игра. Дети 5-6 лет дошколята в настоящее время усиленно готовятся, ведь уже в сентябре они пополнят ряды первоклашек. Но для них это всего лишь веселые занимательные уроки, поэтому знания даются как никогда легко. Ну а между обучением – поход в столовую, где для детей предусмотрено трехразовое питание. Яхгойта пластилин. Абаз хнатфкара корыла и харкум полует. А усры дахулы хнатфкара коусума. Нас ащи хабаси. На сегодняшний день в моей группе 13 детей. 13 детишек, которые в сентябре идут в школу. Наша программа позволяет проследить, какие есть способности у ребенка, какие есть у него интересы, какие есть личные какие-то качества, которые, безусловно, есть у каждого ребенка. Мы, можно сказать, подгоняем программу под каждого ребенка. Что касается других моментов, которые меня привлекают как работающую маму, это время, которое дети остаются в школе уже после окончания основных занятий, так называемая самоподготовка. Но на самом деле значение слова совсем другое, потому что ни один ребенок не остается предоставленным самим себе. Куратор, ну в нашем случае он же преподаватель русского языка, математики и так далее, сидит и работает с каждым ребенком. То есть мой ребенок приходит домой в 5 часов вечера с уже готовыми, сделанными уроками. Нам остается только выучить устные, ну, если есть какие-то стихи, литература и так далее. Вот это меня как работающую маму, причем очень плотно работающую, невероятно привлекает в этой школе. Ребенок радуется каждый день с желанием, от души ходит в школу. Мы в подготовительном, но мы идем в 1 класс в эту школу.
Дети занимаются абхазским языком. Второе – это то, что программа соответствует даже российским требованиям. И также потому, что ребенку здесь интересно. Хореография, лепка, вокал, музыкальная школа. Занятия пролетают как один миг. А если что-то не получается, всегда рядом куратор, который поддержит и поможет справиться. Со своими проблемами дети могут обратиться и к психологу. Насколько активно работают с нашими детьми музеи, походы в ботанический сад, обязательные походы в театр. Вот эта вот активность, да, которую учителя проявляют, она и детей заражает каким-то желанием стремиться к чему-то хорошему. В нашу школу можно прийти в любой момент. Вот мы можем гулять, а потом как-то захотеть прийти в школу и прийти сюда часов в 5. Мне кажется, это не каждой школе свойственно. Поэтому нам школа как второй дом. Создавая школу тогда, в 2000-м, Фатима Даутия мечтала выпустить 11-классников. Выпустить, но не отпустить и забыть, а наблюдать за их дальнейшим ростом и успехами. В 2010-м эта мечта сбылась. Я закончил Абхазский государственный университет, специалист по прикладной математике, инженер-программист, так скажем. Но сейчас я очень плотно связан с творчеством. Я играл в КВН. Сегодня мы организовали Абхазскую лигу КВН. Вот были у нас бездельники, я в первом числе, так скажем. И если они из таких, как я, смогли как бы сделать человека, то о чем дальше говорить? Я безмерно благодарна и директору школы, и всем педагогам за то, что они воспитывали в нас прежде всего личность свободную, индивидуальную, за то, что давали свободу самовыражения, за то, что открывали в нас маленькие таланты, за то, что верили в каждого ученика. Школа оставила самые теплые воспоминания. В школе я встретила близких друзей, с которыми общаюсь по сей день. Развила во мне такие волевые качества, как амбициозность, целеустремленность, активность. Все это, конечно же, результат правильной работы преподавателей. Мы были здесь как одна семья, то есть не было, что строго это преподаватели и друзья. Мы были как одна семья, как братья и сестры. Пытаемся каждый год встречаться и всегда вот вспоминаем и прям очень скучаем по школе. Школа, вот я как воспринимаю Альфу, это в первую очередь для меня не стены, не здание, которое здесь стоит, да, не здание, в котором мы обучаемся, а именно люди, коллектив. Я благодарен этому преподавательскому коллективу за то, какие знания и какое воспитание они в меня вложили. В первую очередь у меня, конечно, ассоциируется это с образованием. Мы получили то, что у нас дети не только образованные, но и воспитанные, духовные. И я очень довольна своими выпусками и слежу за каждым. И мне кажется, что все равно звездный час выпускников школы Альфа в виде конкретных действий на благо Родины и так далее, он наступит в отношении каждого выпускника. Фатима Даутия добилась того, чтобы выпускники ее школы получали аттестат государственного образца. Кроме того, руководство школы помогает своим детям в поступлении в вуз. На базе дошкольного отделения в Альфе подготовили около 300 детей. За 18 лет работы школу окончили 119 школьников, из них 12 в 2018 году. Несколько человек при поддержке школы уже и являются студентами высшего учебного заведения в Самаре. Ребята в течение 2 лет, помимо основных предметов, прошли курсы ранней профессиональной подготовки по специальностям помощник юриста и референт-переводчик. Занятия проводили преподаватели Самарского филиала Московского государственного педагогического университета. В итоге они получили не только свидетельство об окончании курсов, но и возможность вне конкурса поступить в вуз. Наша школа отличается от других школ какой-то теплотой, душевностью, то, что здесь учителя, например, относятся к нам не как просто к ученикам, а как к своим детям. Они всегда за нами следят, за нас переживают. И помимо того, что мы хорошее образование получаем в школе, нам учителя дают какие-то и жизненные уроки, которые нам пригодятся всегда.
А строгости никогда не проявляют? Строгости, ну, в меру, конечно же, проявляют строгость тоже. Не очень хочется, чтобы они верили в себя, чтобы они были среди тех, кто делает наш абхазский народ народом, чтобы они стремились к тому, чтобы сохранить такие человеческие качества, как отзывчивость на чужую надобность, желание помочь и так далее. Вот эти вот чисто такие человеческие ценности, они сделают смысл хорошего образования еще выше, потому что образование само по себе, оно для меня лично ничего не значит. Наградой за идею, за силы, потраченные на ее осуществление, является то, чем стала Альфа для всех, кто имеет к ней отношение. Школа стала местом, где о детях думают и заботятся, домом, куда хочется вернуться. У меня никогда не было желания уйти с этой школы. Никогда не было желания. Да даже у меня не то, что не было желания, причины такой не было, чтобы, да ну оставлю все это и уйду. Меня держит моя семья, которая здесь со мной растет.